В далекие 70-е годы на карте Якутии появился новый город. Строить его приехали комсомольцы из разных регионов страны. Тогда это были палатки, балки и щитовые общежития. Только спустя несколько лет начали возводить благоустроенные дома, и Нерюнгри приобрел современный облик. В 4-летнем возрасте маленькую Олю из Алтайского края привезли на север родители, которые, как и все энтузиасты в то время, ехали на заработки строить БАМ и новый город. Первые годы жили в поселке Чульман, в бараке. Но детские воспоминания остались в памяти как самые трогательные, теплые и сердечные. В доме не было воды, тогда у всех не было воды. Была огромная вот такая вот в стене вырублена дырка. Под дыркой стояли 2 бочки. Приезжала машина с водовозкой. Дырка была заткнута тряпкой. Проталкивали шланг и наполняли эти 2 бочки. Запомнилась печка. И папа возле печки сидел и вот так вот мелко ломал спички. Вот нравилось ему смотреть на огонь, подглядывал в щель и ломал мелко спички. Что еще? Запомнилось детство. Конечно, детских площадок тогда не было. Перед бараком была дорога и огромный арык или даже, не знаю, канавы огромные. Вот это было на море, пляжем. Вот все детство мое прошло вот там. После школы была учеба в Иркутском политехе. Но даже в студенческие годы Ольга всегда хотела вернуться в Нерюнгри, считая его самым лучшим городом. Уже здесь, устроившись на работу в банк, молодая девушка и не представляла, что этот выбор станет решающим. Спустя 20 лет Ольга остается преданной своему делу, своей профессии и коллективу. Устроилась в Сбербанк. Сначала работала экономистом валютного отдела. Я помню, управляющий называл валютными девчонками. Дальше пошла развитие по карьере, ревизионный отдел, менеджер по обучению. Мы летали в командировки. И вот на сегодня я руководитель офиса. В банке я уже 20 лет, 9 из которых я занимаю должность руководителя этого офиса. Работаем. Что для меня банк? Банк, прежде всего, это люди, это отношения. Мне хочется, чтобы в нашем банке, в нашем офисе было комфортно, удобно как моим сотрудникам, так и дорогим нашим клиентам. Вот если честно, я, наверное, и не могла позволить себе мечтать о том, что я когда-то стану руководителем. Для меня это было просто, наверное, недосягаемо. Мне казалось, что в банке работают особые люди. Люди, которые непростые люди, не такие, как все, не такие, как я, а именно вот особые люди. Никогда не думала, что стану одним из них. Всегда доброжелательная, деловая и стильная. Такой ее видят клиенты и коллеги. В должности руководителя Ольга Лайвина уже 9 лет. И за это время коллектив научился ценить ее за честность, доброту и профессионализм. Со стороны кажется, что у этой энергичной, обаятельной женщины все легко получается. Но так же, как и у любого человека, и у нее бывают трудности. Главное – уметь с ними справиться и целенаправленно идти к своей цели. Я думаю, что, наверное, когда работаешь, всегда встречаешься с какими-то особыми сложностями. Да, было очень сложно. Даже было какое-то желание уйти, но всегда перебарывала. А как же мои девчонки, как же мой коллектив, как же тут мои клиенты, как они справятся без меня? И всегда возвращалась. Сложности всегда есть, но мы стараемся решать их здесь и сейчас, предотвратить какие-то конфликты, жалобы, стараемся решить проблему клиента, проблему сотрудника, идем навстречу. Все-таки большую часть жизни мы проводим на работе. И хотелось бы, чтобы мы работали в комфортных условиях. И клиенты довольны, и сотрудники. Несмотря на плотный график работы и ежедневную загруженность, отдыхать Ольга вместе с мужем предпочитает активно. Супругов связывают общие интересы и увлечения. Это горные лыжи, туризм, сплавы, альпинизм и здоровый образ жизни. С удовольствием занимаюсь в свободное время горными лыжами. С удовольствием обучаю детей кататься на лыжах. Вот пытаюсь освоить сноуборд. С удовольствием сплавляемся по горным рекам, по Чульману сплавлялись, по Темптону сплавлялись, с Халтама сплавлялись. Очень нравится это увлечение. Очень нравятся горы, нравится альпинизм, нравится. Вот мечта, да, у меня есть мечта. Очень бы хотелось подняться на какую-нибудь гору вместе с мужем. Супруг Ольги Сергей Лайвин – известная личность в среде лыжников, спортсменов, туристов. Много лет назад, когда Нерюнгри только строился, он тоже приехал на север и так и остался здесь.
Тогда, в начале 80-х, зародилась идея создать горно-спортивный клуб «Высотник», который объединил молодых энтузиастов, сторонников активного отдыха и экстрима. Ну, знаете, тогда стройка, которая называлась ударная комсомольская Нерюнгринская ГРЭС, приехали люди со всего Советского Союза, соответственно, приехали уже многие спортивно подготовленные мастера спорта, КМС и так далее. Естественно, они любимое хобби не хотели бросать. Вот встретились где-то, может, за чашкой чая, разговорились. Ну, идея Вячеслава Дуйко, нашего первого председателя клуба. Володю Быстрова он встретил, то тоже знаменитое лицо тогда было. Вот. Ну и пришли в профсоюзный комитет управления строительства. Все, решили организовать. Но все пошли навстречу. Естественно, администрация, профсоюз, там, постсовет тогда, все пошли навстречу, говорят, ребята, давайте, хорошее дело, давайте организуемся. Я пришел на первое учредительное собрание, которое было 25 февраля 1982 года. Я приехал в Нерюнгри, ну, в Сирбор, будем говорить, 25 января. А 25 февраля я вышел на работу, увидел объявление, там состоится собрание по таким-то видам спорта. Ну, я вроде бы в школе спортивный был, в институте спортивный был. Ну, думаю, это мне подходит. Пришел на это собрание, понял, кто о чем говорит, и понял, что я как геодезист очень пригожусь для горнолыжного спорта, для строительства этой базы. Так и получилось. Горнолыжная база недалеко от поселка Серебряный Бор, которую в народе называют Брусничкой, является любимым местом отдыха для многих нерюнгринцев. Длина спуска 750 метров, крутизна 15 градусов. Сюда приезжают спортсмены, семьи с детьми и просто желающие подышать свежим воздухом. А воздух здесь необыкновенно чистый. Клуб у нас стал универсальный. Он изначально был задуман как всесезонный. И зима, и лето. Горные лыжи, альпинизм изначально были. В дальнейшем мы еще начали развивать водный туризм, пешеходный туризм, а сейчас и автомобильный туризм у нас в большом почете. Если вот подъемник у нас в 1986 году заработал, сначала проводили первенство по самого БАМ-Энергострой. Ну, уже мало кто знает, как эта фирма называлась, тогда существовала. Потом первенство Сирбора, потом первенство города, первенство Нерюнгринского района. 2 фестиваля зимних видов спорта Якутии в 6 и в 9 году уже этого столетия. Ну, ежегодно первенство района проводим. Здесь не только тренируются лыжники и сноубордисты, но и катаются дети на ватрушках. Также на этой горе проводятся соревнования районного и республиканского уровней и фестивали зимних видов спорта. И брусничка всех ждет, брусничка зовет, на лыжи и горы всех сдать. Пожилых и детей, лучших друзей, по склонам горы покатать. И брусничка всех ждет, брусничка зовет, на лыжи и горы всех сдать. Пожилых и детей, лучших друзей, по склонам горы покатать. Уже не одно поколение выросло на брусничке. Немало призеров и чемпионов тренировали свои навыки и в дальнейшем достойно представляли Нерюнгринский район и всю республику на различных соревнованиях. Спортом горнолыжным занимаемся уже очень давно. Меня на лыжи поставил отец мой. Это было еще, когда мне было 7 лет. А сейчас мне уже 40. Вот. Первый раз меня поставили на лыжи еще в Якутске. Мы тогда там жили. И вот переехали сюда и нашли вот это замечательное место, где дальше уже с семьей всей, когда я был ребенком, мы начали кататься здесь. И вот так. Как давно вы переехали? Это был 90-й год. Вот, то есть, это я в 1 классе был. И вот начали кататься здесь, в Нерюнгри. Приезжали на эту гору. Потом у меня был брат, который здесь тоже занимался. И даже такие спортивные успехи у него были. Отец нас тренировал. Потом пошли дальше. Появились дети у меня. Как бы вот это вот младший. Есть старший, который тоже тренируется. Сейчас вот собрались они
ехать на сборы в Алдан. Как бы и вот так. Вот нам сейчас 6 лет, а мы уже 3 года на лыжах катаемся. Все семейство, и как бы, как меня отец поставил, все семейство у нас каталось. Это были я, младший брат, старшая сестра, то есть отец сам тренировал все это. Вот. Он много уделял этому. То есть у него были прям хорошие тренировки, такие летние и зимние. Ну, в основном тренировал уже внука, который постарше у него есть от сестры, то есть там, и младшего моего брата. То есть они, да, выезжали, у них были выезды, то есть Красноярск, Междуреченск, то есть эта гора их, так скажем, подготовила участвовать во всероссийских соревнованиях. То есть и вполне получалось, то есть там кандидаты мастера спорта, они себе заработали. Как бы надеемся, дальше у нас тоже все пойдет, да, Егор? Да. В горных лыжах и вообще, скажем так, в экстремальных видах я уже больше 40 лет. Я родился в Киргизии, на Тянь-Шане, в городе Проживальске. Это где очень такая большая горная страна, центральный Тянь-Шань, знаменитые пики, пик Победы, пик Хантенгри. Поэтому я с детства и горными лыжами, с горных лыж уже перешел в альпинизм. Вот. И потом уже, скажем так, на взрослом жизненном этапе, но относительно еще будучи молодым, 25 лет, когда стал выбор дальнейшей уже самостоятельной жизни, в какой регион переехать жить, в каком городе остановиться, скажем так, и дальше уже вершить свою судьбу. Немаловажное как бы значение имело это наличие как бы вот и горнолыжной базы, чтобы я мог заниматься любимыми видами спорта. Поэтому вот город Нерюнгри не случайно стал именно тем пристанищем, куда я приехал и привез свою семью. Здесь я не только, скажем так, продолжу заниматься и горными лыжами, вот, ну и для себя открыл такой интересный вид спорта, ну или как даже, можно назвать это спорт действительно, почему? Потому что это носит и экстремальное значение, да, это сплав по рекам. Может быть, для кого-то может показаться наши реки, они такие спокойные, но тем не менее они довольно себе таят, скажем так, если не опасности, то драйва они приносят здорово. То есть я уже сплавился не только ближайшие, уже и по Алдану. Вот судьба подарила мне такой момент сплавиться. Поэтому, как бы я что вот приехал в город, что в горно-спортивном клубе «Высотники», ну, ни разу не пожалел за уже больше четвертьвековую историю здесь проживания в этом городе. С семьей Лавиных я познакомился сразу по приезду в этот город. То есть я когда приехал, то есть мне сказали, что есть, да, горнолыжная база, но очень долго как бы мне все ориентиры на лыжную базу «Снеговик», и я приезжал, но все не то, вот как бы вот, ну чувствую, вижу гору, потом же мне сказали, да где-то в Серебряном Боре, вот я приехал в Серебряный Бор на автобусе тогда, вот мне показали ориентир, вот иди туда, двигайся, и я вот как раз вышел с остановки, то есть по дороге шел, и когда открылась эта прекрасная панорама, да, на эту гору, но тут я уже для себя понял, да, все, меня теперь не обманете, вот она гора, вот он клуб, и я уже бегом прибежал сюда, и как раз вот самый первый человек, с которым я познакомился, был Сергей Николаевич Лавин. Вот, мы познакомились, я рассказал так и так и так, он говорит, ну вот тебе лыжи, вот тебе ботинки, тогда снаряжения у меня своего не было, и на гору. Покатался на горе, скажем так, показал себя, сказали, следующий день соревнования, то есть занял призовое место, ну все, теперь едешь отстаивать честь Нерюнгринского района в первенстве республики, не в город Алдан, а Лебединый. Ну и на Лебедино был в призерах, ну и так уже как бы и моя спортивная карьера состоялась. Принимал участие во всех спартакиадах зимних, во всех 4, но везде был победителем, призером.
Так получилось, что увлечение лыжным спортом свело Ольгу со многими людьми, с которыми в дальнейшем ее связала крепкая дружба. А некоторые из друзей, наоборот, говорят, что благодаря Оле они полюбили лыжи, снег и гору. Благодаря Ольге вместе с ней мы, конечно, лазили по скалам. Есть такое, мы сплавляемся вместе, мы выезжаем на другие горнолыжные курорты постоянно и как бы расширяем свой кругозор, расширяем поле своей деятельности, так сказать. Ну, везде. Все, что касается спорта, это наше. А о человеке, да, Ольга сильный человек, да. Мы с ней очень похожи в плане того, что, да, она знает, что она хочет от жизни, она может достигать своих целей, она прекрасная, яркая женщина. Ну, что сказать об Ольге? Ольга – это Ольга. Таких, как Ольга, единицы, слава богу. Есть на кого равняться. Лавиных я, наверное, знаю лет 10. Мы познакомились на очередном спортивном мероприятии туристическом, на Халтане, кажется. Вот. Ольга. Что вас сплотило? Ну, мы в одной команде были, да. Мы сплавлялись, мы соревновались. И сразу тогда она уже к чужому человеку, она так отнеслась хорошо, приняла меня в команду. Собственно, и мы начали дружить. Приглашает на все мероприятия, на сплавы, на гору. И я никогда не умею кататься, не имея никакого опыта в этом. Я так заинтересовалась. То есть они, конечно, мне очень помогли в этом плане. И даже в прошлом году вот я и выиграла первое место городских. Ну, то есть спасибо Ольге, она мне прям помогала. Вот, ну, Ольга, она просто Wonder Woman, чудо. Ну и потом, какая же она красотка, да, посмотрите, я даже не знаю, сколько лет, но она в любом случае младше меня, а мне 25. Вот, она чудо, она так классно относится к моим детям и вообще. На работу даже к ней приходя, я не потому, что я ее знакома, а даже я смотрю, как она обращается с другими людьми, к чужими, она очень хорошо заботится, все расспрашивает, все спрашивает. И я думаю, что она действительно человек, о котором пишет эту программу, она замечательная. Я очень рада, что я с ней знакома. Как бы лыжами я занимаюсь с 2009 года. К лавиным на Высотник попала, то есть мои родители здесь катались. Ну, мама у меня каталась, и, соответственно, как бы мама меня сюда и привела. Вот. Ну, как-то так трагические обстоятельства небольшие были у нас. Ну, небольшие, мама у меня погибла, и как бы лыжи остались, и Сергей Николаевич вот с Ольгой в память о маме моей, они меня поставили на лыжи, я им очень благодарна, научили, скажем так. Ну и вот как-то мы все так и остались, дружились, и вместе проводим и праздники, и каникулы, и выходные, и лето, и зимой, и сплавы, все, в общем, как бы все в нашей дружной компании. Ну, а Оля, она у нас как бы заводила и душа компании. Да, я вообще не каталась, я вообще никогда не стояла, то есть как бы вот лыжи остались от мамы, они года 2, наверное, лежали, потом как-то я встретила Сергея Николаевича с Олей в городе, они говорят, ну ты бы хоть приехала, мы бы тебя поучили, покатали, в общем, я приехала с ребенком, ну и потом это уже стало как бы традиция для нашей семьи проводить выходные и праздники. А в итоге ребенок катается? Ребенок тоже нулевой был, ребенок вырос вообще, ребенок, он вообще, ему тогда было на тот момент, получается, в 9 году, он у меня 4-го года рождения, это ему, получается, 5 лет было. 5 минус 5 лет он здесь, ему сейчас вот 16, ой, какой 16 уже, не 16, 18 лет ему в этом году уже будет. И он все это время, то есть он уже и на трамплинах, и горные склоны, и дикие, то есть где они вот по лесам катаются, то есть это он уже все освоил, уже вообще отлично. Там и фотографии куча в Инстаграм, где он там с трамплинов летит в полете. Как бы, но это именно все как раз благодаря семье Лавиных, которая активно поддерживает этот клуб и как бы делает его семейным, в общем, грубо говоря. Я с Олей знакома как бы меньше всех, только 3 года.
Мы занимались с ней в баттерфляй фитнесом, то есть там мы познакомились. Сюда привела меня Наталья. И, то есть я только 3 года назад встала на горные лыжи. До этого только на беговых лыжах. Про Олю Лайвину, могу сказать, что она очень душевный человек. Все время мы собираемся куда-то на сплавы, потом в походы даже ходим пешие летом, то есть кроме горных лыж. У Оли и еще одного члена клуба, у Натальи Александровой, у них день рождения через день в июне месяце, и в конце июня месяца. И в эти числа у нас всегда приурочен сплав к их дню рождения. То есть мы проводим где-то 2-3-дневный сплав по реке Чульман, уходим на Тимптон. И все это посвящено дню рождения девчонок. Празднуем, тут же сплавляемся и поздравляем их. Единой семьей, получается. Да, как бы так. Вот так. Еще одна традиция, которую поддержали друзья, это восхождение на вершину горы на перевале Тит. У нас традиция, на 1 мая мы ездим в Алдан, покоряем алданские вершины, вершины Лебединого поселка. Гора Школьник, гора Якутка, шикарный траверс там, катаемся, прыгаем там. И всегда, когда возвращаемся, едем по Титу, и всегда у нас мечта скатиться по Титу на лыжах. И вот мы решили, сначала было первоначально просто скатиться на лыжах с Тита. Переросла теперь вот в такую вот у нас уникальную традицию, что поднимаемся пешком, несем на себе лыжи и спускаемся, поем песни про 9 мая. Отличный день, прекрасная погода, праздник, отличное катание, идеальная гора, идеальный склон, замечательный снег, да. Просто идеальный А уклон. самая компания-то какая, самая лучшая. Очень жаль, что быстро кончается гора. 1,5 часа подъема, 5 минут сходить, 5 минут это самое жалкое. Героиня нашего сюжета – руководитель, спортсменка, активистка, которая личным примером прививает любовь к жизни и активному отдыху. Все ее друзья отмечают в ней уникальное качество – заряжать позитивом и наполнять окружающих энергией. А когда говорят о красоте, то имеют в виду не только внешнюю, но и внутреннюю красоту души. Ведь только позитивный человек может добиться успеха и заслужить уважение окружающих и добиться реализации самой заветной мечты. Красивым быть не значит им родиться, ведь красоте мы можем научиться. Когда красив душою человек, какая внешность может с ней сравниться?